Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Готов ли загаданный человек на активные действия? Его мысли, его чувства, его планы на вас. Пожалуйста, кому тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам нравится. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Готов ли ты на активные действия? Какие у тебя мысли, чувства и планы относительно меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же, мои дорогие, призовем вашего мужчину и узнаем, готов ли он на активные действия, его мысли, чувства и планы в отношении вас. Так, ну что, мужчина, конечно же, спит и видит, чтобы быть с вами. Он видит вас парой, что вы пара двух людей, влюбленных людей, людей, которые друг другу по судьбе, в судьбу, для счастья, для любви, для каких-то крепких, стабильных отношений. Готов ли он на активные действия? К сожалению, нет. Пока не готов, но действия с его стороны я вижу. Что будет происходить? Смотрите. Мужчина ваш, он немножечко такой, знаете, холоднокровный, я бы даже сказала. У него в душе пожар, у него там вулкан взрывается, а внешне он и глазом не моргнет, понимаете? Вот по внешним каким-то признакам вообще невозможно считать, что у него происходит. Настолько сильно он может себя контролировать, настолько сильно он может себя в узде держать, что, ну я тоже не знаю, тут такой выдержки, я не знаю, там любой позавидует. Да, мужчина в этом плане, конечно же, молодец, но у него очень много переживаний, внутренних каких-то сомнений, переживаний, страхов. Вот сам в себе сомневается, понимаете? И тут кто-то еще сыграл в этом важную роль. Может, бывшая какая-то была у него агрессивная, стервозная, которая его там в клочья просто рвала, да, оскорбляла, обижала, и вот это все у него отложилось. Может быть, у мамы на поведение вот в семье с отцом какое-то было такое агрессивное. То есть он женщин по факту побаивается. Конечно, женщин любит, к женщинам стремится, хочется, вы ему очень нравитесь, но побаивается. А вы у меня такая идете, немножечко, знаете, ледышечка, да? Вы-то, конечно же, огонь, но вы не раскрываетесь перед первым встречным, да? Вы не заглядываете мужчинам в глаза, вы знаете себе цену, вы ведете себя соответственно ситуации, но немножечко жестите, вот честно. Можно быть более, приветливой, что ли, улыбчивой. Это не страшно, это не повлияет на вашу безупречную репутацию. Я вижу, что вы достаточно, вот вам мужчина нравится, да, но когда он к вам подходит, вы вот как режим колючки включаете, да, переключаетесь на режим колючки, и вы как с ним говорите, да, и лишний раз как будто бы на него и не взглянете, да, вот как-то, не показывайте его всю степень своей заинтересованности. Почему-то считаете, что это как-то неудобно, то ли стыдно, то ли еще что-то. То есть вот этот момент, он реально мешает. Нужно быть более, скажем, такой открытой, лояльной и улыбчивой. Девочки, улыбайтесь, больше ему улыбайтесь. Он и так боится, когда к вам подходит. И тут вы еще такая, знаете, сквозь зубы ему там: привет, что делать будем? И он такой раз и боится. Думает: господи, сейчас не то скажу, она меня пошлет куда подальше, и все. И накрылись мои отношения медным тазиком. То есть очень сильно переживает из-за этого. Очень сильно переживает. Что будет делать? Во-первых, он будет пытаться, я не знаю, он будет пытаться привлекать каких-то других людей вот в помощь себе, да, в том, чтобы наладить отношения с вами. Я уж не знаю, может, какие-то общие знакомые, общие друзья. То есть вот
ему хочется вас немножечко подрасслабить, а вам действительно нужно немножечко подрасслабиться. Может, кстати, куда-то вас пригласить, попытаться напоить, да, вот споить вас, чтобы вы действительно вот посмотреть, какая вы настоящая, чтобы вы ему, ну, сказали, да, что вот чувствуете, думаете, как относитесь, потому что он до конца не уверен, нравлюсь, нет, хочешь, не хочешь, да, вот у него такие вопросы все время в голове. Он понимаете, он мальчик закомплексованный идет, вот прям вот как хотите, он может ему быть там 55 лет, а он все равно как мальчик, и причем закомплексованный, вот, не уверен в себе, у него, понимаете, еще раз говорю, его кто-то очень сильно обидел, кто-то высмеял его именно мужское достоинство, для него это так болезненно было, настолько вот до сих пор вот у него прям, ну, я чуть ли с ушей кровь не шла, да, вот когда он это все выслушивал, очень сильно его обидели, очень жестко с ним поступили. Просто так, знаете, вот ради какой-то злости, чтобы побольнее укусить, да, и такую травму ему сильную нанесли. Для него это вообще сейчас вот прям больное его место. Так что, девочки, понимайте, что мужчина вот такой вот шаг назад, шаг вперед, два назад. Вот он будет так действовать. Плюс еще вот он людей втаскивает в ваши отношения. Потому что вы от него все-таки на большем расстоянии находитесь. Он более к вам расположен. Ну, в принципе, ему так положено, да, мужчина больше должен добиваться. Но с другой стороны, еще раз говорю, у него есть психологическая травма. Серьезная психологическая травма. Она, конечно же, пройдет, когда он, например, войдет в какие-то хорошие, стабильные, счастливые отношения, когда он подрасслабится, когда поймет, что, ну, фигню там ему сказали, да, извините за слово, что-то вот прям потоки, знаете, вот как-то слова идут, иногда вообще не могу фильтровать. И он будет относиться по-другому и к себе, и к тому, что вот он, какой он, да, к своим каким-то проявлениям. У него это пройдет, это у него временного характера травма, она пройдет. Но вот, чтобы побороть ее, да, вот этот вот порог переступить, ну, нужно, конечно же, с вашей стороны тоже более вот, ну, какую-то активность, да, причем такой положительного характера. Мужчина очень неплохой, хороший, добродушный и такой, знаете, не скандалист, вот это мне очень нравится, не самолюб, не самодур, вот такой мужчина, порядочный. А у этого мужчины мечта, посмотрите, семья. Вот он мечтает, чтобы была женщина, о которой он заботится, и был ребенок, которого он на руках носит. Понимаете? Вот такие у него мечты, вот такие у него планы. Относительно вас, кстати, мои дорогие девочки, хочется семьи с вами, хочется счастья, тепла, радости, хочется общий кров, хочется общий очаг, чтобы какие-то, вот я не знаю, там, вот рекламные там у вас были посиделки, там, обеды, завтраки и ужины, чтобы с вами засыпать и с вами просыпаться. Понимаете, вот этого хочется, тепла хочется, семейности хочется, но побаивается, но закомплексован. Ну, понимаете, как бы, да, не бывает прям такого идеала в жизни, когда все гладко, четко там по прямой. Всегда есть какие-то препятствия, всегда есть какие-то вопросы, которые нужно порешать. И еще раз говорю, вы тоже на себя посмотрите и себя тоже проработайте, потому что вы немножечко такая суховатая, холодноватая. Вот вы можете взглядом просто мужчину, ну, как все желание отбить, да, вот как-то глянете на него, он такой, оп, и все, и в ледышку превратился его орган, самый главный, да. И он уже боится. А вы, мои дорогие девочки, иногда думаете, почему у меня никого нету, почему никто ко мне там не заходит, да? Никто ко мне не стремится. Да потому что надо немножечко быть подобрее, да? Подобрее к мужчинам. Возможно, опыт у вас нехороший, возможно, жизнь ваша, конечно, ну, поиграла с вами, да, и вы вот этот холодок в глазах приобрели не просто так. Но, тем не менее, мои дорогие, вот загаданный человек, он этого не заслужил. Поверьте, не заслужил. И все ваши вот заминки в отношениях вот именно продиктованы его неуверенностью в себе и вашим холодком в его сторону. Вот попробуйте ради эксперимента в какой-нибудь из одних там вечеров, встреч ваших быть более там раскованной, более там улыбчивой, более открытой. Посмотрите, как все поменяется. Посмотрите, как мужчина будет к вам тянуться, как вы сможете вот хорошо провести время. И он расслабится, и вы расслабитесь, и все будет у вас замечательно. Так, что касается его действий еще. Но смотрите, на ближайшее время он будет вас куда-то звать. Возможно, на какой-то праздник, мероприятие, там, где будут другие люди, там, ваши общие знакомые, друзья. Может быть, даже семья, с семьей может вас даже познакомить.
вы не отказывайтесь. Вот если будет тащить вас в семью, то есть вы скажете, что это, ну нет, я не готова, слишком рано, не надо отказываться. Если вы откажетесь, он может это воспринять, как будто бы вы его не хотите, понимаете? Я вас понимаю, что может вы и не готовы встречаться с его семьей, вы еще не уверены, что дальше будет. Но тем не менее, пожалуйста, вот просто через себя переступите и сходите. Вот куда зовет, идите с ним. Идите, видите себя максимально натурально, да? Не надо там перед всеми заигрывать, там глаза всем запрыгивать. Ведите себя нормально, натурально, пусть все будет как будет. Но главное тут, чтобы он с вас считал вашу добрую волю на то, чтобы быть с ним вместе, чтобы быть в отношениях. Вот это самое главное. Так, что еще? Еще. Вот после этого свидания, куда он там вас ведет, куда он там вас собрался вести, знакомить, общаться, он более вот как-то посмелее станет, более посмелее, и уже будет там вам, ну, может быть, даже какие-то предложения делать, да, предложения там, не знаю, куда-то вместе съездить, отдохнуть, может быть, что-то там посмотреть. То есть у каждого свое будет, но я вижу, что мужчина как бы осмелеет. И вот так, знаете, шаг за шагом вы пойдете в нужном направлении и дойдете. Нужное направление — это пара. 2 голубка в паре, вот это ваше нужное направление. Но придется, конечно же, постараться. У вас почему-то, я не знаю, вот как будто бы вы в дверь лбом бьетесь. Почему вы так бьетесь? Откройте ее, идите. Не надо бояться, не бойтесь. Знаете, я вижу, что и он боится, и вы боитесь. Вот такой, да, 2 человека друг друга, как хрустальные вазы друг друга носят, да. И что, вроде красивая, вроде классная, а что с ней делать, непонятно. Вот так вот, мои милые. Тут, знаете, вина 2 идет, как ни странно. Так. Что же он к вам чувствует? Ну, влюбленность. Тут счастье, тут эйфория. Когда вы вместе, вот, знаете, вот когда он о вас даже думает, мечтает, там, смотрит на ваши фотографии, он просто в эйфории. Настолько ему хорошо, настолько вот он прям душа поет, понимаете? Вот он что-то пишет. Он что-то пишет, либо он рисует, может там вас рисует, может стихи вам пишет, какие-то посвящения, какие-то слова. Что-то, знаете, как будто бы готовится. Готовится, чтобы вам какую-то романтику устроить, чтобы вас там удивить, признание какое-то красивое сделать. То есть он, вот вы у него в центре. Видите, вот она, вы какая красивая, как будто бы вы на качелях катаетесь. Да? Вот весна, прекрасные запахи, лучи солнца. И вот он вами любуется. Вот что у него в голове. Так, мои девочки. Песочек мне этот понравился, он от него веет какой-то добротой, романтикой и будущим счастьем. Так я и думаю, что у вас с этим человеком все получится. Будет у вас и романтика, и счастье, и любовь. Главное, немножечко себя переключите с этого режима колючки и становитесь более женственной. Вот вы себе эту женственность блокируете, да? Все, хватит, да? Позвольте себе немножечко в жизни счастья. Не нужно ничего бояться, все будет хорошо. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.